Тема дня. Открыто, доступно, подробно. Актуальные темы, острые вопросы. Тема дня. Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», в студии Кира Курилова и режиссер Тимофей Татаринов. Сегодня у нас в студии заместитель директора по технологическому присоединению центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Эркин Асылбекович Джунусов. Здравствуйте, Эркин Асылбекович. Добрый день. Сегодня День энергетика, ваш профессиональный праздник. Мы поздравляем вас с этим днем и, как у вас принято говорить, желаем вам безаварийной работы. Благодарю, очень приятно слышать такие вещи. Эркин Асылбекович, у вас очень большой коллектив. Скажите, пожалуйста, сколько человек трудится в подразделениях якутских электрических сетей? И чем вы привлекаете молодежь? Где вы ищете специалистов? Да, действительно, коллектив центральных электрических сетей очень большой. На сегодняшний день у нас численный состав сотрудников 1465 человек. А среди них это как и инженерно-технические работники, так и производственный персонал и вспомогательный. Поиском новых работников, соискателей, занимается наш отдел кадров. Поиск осуществляется через такие сайты, как Хахару, это Headhunter, Также проводится работа с центрами занятости, проводится работа с профильными кафедрами университетов, то есть на предмет дальнейшего трудоустройства тех или иных специалистов. Если кто-то пришел в энергетику, он либо остается, можно сказать, навсегда. Не все люди, скажем так, приспособлены к этому. Да. Если это твое, то ты это понимаешь и остаешься. Это коллектив, это ответственная работа, это постоянные, бывают и аварийные ситуации, о которых мы потом позже поговорим. То есть это должно быть по человеку. От всего сердца, да? Да. Я лично начинал свой трудовой путь в 2005 году в должности электромонтера службы кабельных линий на тот момент якутских городских электрических сетей. Я сразу понял, что попал далеко не в сказку, такая достаточно тяжелая работа. Пока я работал, приходили и уходили достаточное количество человек, которые, просто либо, может, не устраивал режим труда или оплаты, или тяжесть труда. Кому-то это было по душе. Вы ищете специалистов, в том числе и в высших учебных заведениях. Вам нужны специалисты с высшим образованием? Есть ребята, требования такие, что нужны специалисты с высшим техническим образованием по профилю. Это нововведение. Вы отправляете своих ребят учиться? Да, у нас производятся постоянные повышения квалификации, спецподготовка, то, что мы должны делать по законодательству. То есть это непрерывное повышение квалификации, обучение персонала. Все это есть. Я так поняла, что вы даже курируете факультеты, где ребята учатся. На протяжении всего периода их обучения вы наблюдаете за этими ребятами, принимаете у них экзамены и потом уже приглашаете к себе, да? Верно. У нас ряд персонала задействован в приемке экзаменов в составе экзаменационных комиссий. В том числе на этом этапе производится также отбор каких-то кандидатов. Понятно, что ваша работа очень тревожная, но вы же привлекаете все равно молодых, они у вас остаются. Я знаю, что зарплаты у вас хорошие, высокие. А что еще вы предлагаете молодежи? Насчет зарплат, конечно, я рад бы подтвердить. На самом деле она не маленькая, но высокая не считается по республике. Но тем не менее стараемся мы привлекать персонал, молодых специалистов, внедрять наставничество. Люди закрепляются. Если кто-то закрепляется, то, как правило, надолго. Ребята, которые молодые у вас начинают работать, могут позволить себе ипотеку? Да, вполне. Вполне, с учетом даже последних, до того, как даже были эти существенные снижения ипотечных ставок, процентных, позволяли себе брать ипотеку. Коллектив энергетиков – это еще и старейший коллектив. Да, очень известны многие энергетики в республике. Были такие традиции наставничества еще много-много лет тому назад. А остались ли они у вас? Несомненно, трудовой коллектив энергетиков, он имеет в своем составе династии трудовые, насколько мне известно, их там не менее 14. Это когда даже, можно сказать, дедушка, родители и нынешнее поколение работали. Могу назвать мой коллега в Центральном РЭСе, Березовский Алексей Владимирович. Насколько я знаю, уже в третьем поколении энергетики. То есть в 3 поколениях точно? Да. 14 династий. По центральным электрическим сетям. Тогда, конечно, это очень большая цифра. Это здорово. Эркин Асылбекович, скажите, пожалуйста, сколько километров сетей вы обслуживаете в городе и в республике? В зоне действия центральных электрических сетей находится 1762 километра. Это линии 110 киловольт классом напряжения. 35 киловольт – это 1969 километров. И линии 0,4-10 киловольт – их 10 968. То есть это огромное
количество воздушных линий, находящихся на обслуживании центральных сетей. Вот, даже так вот можно арифметику провести, да, расстояние от Якутска до Москвы. 9000. 9000, да, можно. Если наши линии в ряд выстроить, то мы дотянемся до Москвы. Низковольтные. Эркин Асылбекович, давайте перейдем уже к рабочим вопросам, которые наверняка интересны нашим радиослушателям. Скажите, пожалуйста, вот вы ежедневно занимаетесь осмотром сетей, их обслуживанием, демонтажом, заменой. Всем этим занимаются ваши специалисты в течение года. Вообще, как это происходит, в каких условиях они работают и где самые сложные точки республики, где непосредственно работает ваше предприятие? Все начинается с планов, ежегодных планов обслуживания, ремонта сетей, инвестиционных проектов. То есть у нас достаточно, скажем так, желаний по улучшению, по дополнительным инвестициям огромные. Но с учетом того, что все-таки мы регулируем организации, да, мы не можем одномоментно все свои планы осуществить, все сети отремонтировать. Тем не менее, ремонтная программа у нас ежегодная формируется и исполняется, то есть в полном объеме. Всем классам напряжения. Если говорить об отдаленных каких-то участках, да, то есть у нас в составе центральных электрических сетей 11 РЭСов. Самый дальний это у нас Эльдикан, Солнечный, ну, то есть география такая. Если в северную сторону смотреть, то это Хандыга. По центральным сетям самые протяженные сети. Вообще, в принципе, самый большой сетевой филиал по Российской Федерации, по обслуживаемым сетям. Естественно, вот отдаленные участки, они требуются к особому вниманию, поскольку там и логистика сложная, сезонная. То есть, говорят, добраться до Эльдикана в межсезонье практически невозможно быстро. Да? Там надо будет несколько пересадок там, на лодке, а на автотранспорте, авиасообщения там практически нету. Вот. Но, как показывает практика, сложными участками у нас являются все сети. Да? Ну вот в Эльдикане у вас же есть своя РЭС, наверное, да, есть свои специалисты, есть специалисты которые ежедневно тоже вот делают обход, опять же, своих владений по сетям, да? Да, совершенно верно. То есть в рамках своей зоны ответственности они выполняют все эти работы. Единственное, что в отдаленных участках как с логистикой, так и с персоналом проблемы, потому что не каждый молодой специалист готов работать в Эльдикане или в Солнечном. То есть там коллектив, который сложился уже давно и работает годами, но отток все-таки присутствует. Мы подтверждаем это. Практически, получается, своими ногами люди ходят? Не всегда. Естественно, мы привлекаем технику. То есть есть сложные участки, где кроме как ногами не пройти. Зачастую, конечно, мы используем транспорт, специализированный, вездеходную технику. Ну вот расскажите по последней аварии. Еще продолжается расследование этого дела, я да? Вот сейчас не скажу конкретно, явилось ли на 100% это, как одна из, скажем так, вероятных версий, она рассматривается. Расследование еще не завершено, но мы уже можем говорить, что это было действительно вследствие изменения температурного режима, изменились стрелы провеса, тяжение проводов, и произошло касание токоведущих частей конструктивных элементов опоры. А у нас вот дорог нет вдоль всех линий, да? Нет. Я так читала информацию, что там даже на Буране шли поиски вот этого вот места болевого, из-за которого произошла вот такая вот авария. Да, верно, не везде можно проехать на колесном транспорте, поэтому кое-где применяется и да, нам, якутянам, в принципе, эта ситуация, в общем, понятно, как бы не хотелось, конечно, чтобы такого не происходило, но ситуация такая сложная, снег, тайга и так далее, и так далее. А как это все будет меняться? Что все-таки вы можете предложить вот в таких ситуациях, когда есть непроходимая тайга и нет возможности ежедневно следить за ситуацией при больших снегопадах, при больших порывах ветра, при низких температурах? Да, я понимаю ваш вопрос. Действительно, в центральных электрических сетях и в ПАО «Якутскэнерго» в целом есть видение по улучшению этой ситуации, то есть это перевод в линии высоковольтных линий, находящихся в деревянном исполнении, в металл. Но это требует колоссальных объемов инвестиций на самом деле. И ПАО «Якутскэнерго» в составе своей инвестпрограммы на момент не может это осилить. Это однозначно. То есть, если грубо как на пальцах рассчитать, что мы хотим все это дело перевести в металл и заложить это в свой тариф, то тариф будет просто неподъемный для населения. Приходится в такой сложной системе противовесов как-то. Эркин Асылбекович, но она же уже ведется, эта работа перевода из деревянного. Пока мы над этим работаем. Конкретно, что мы начали уже переводить из дерева в металл, я не могу сказать. То есть здесь по центру города мы видим, что у нас все высоковольтные линии в металле, связь, связующая якутскую ГРЭС, ГРЭС-2, подстанцию Табага-Заречье, она переведена в металл. Можно не опасаться. Но Заречье,
там есть участки, где все еще в деревянном исполнении линии. И одномоментно, как я уже сказал, мы их не переведем. А в планах? На сколько лет это можно растянуть? Ожидания? Не могу сказать сейчас, да, на самом деле. Подтвердить какие-то сроки называть, потому что там деньги, финансовые средства большие. Ну, это тоже, то есть это тоже одна из основных причин, когда происходят такие аварии, что действительно... Да, лето показало, что у нас в линии в деревянном исполнении перед лицом такой стихии, да, грубо говоря, у нас там пострадало очень большое количество опор, линии находились на повреждении там месяцами, и восстановление заняло и денег, и времени, и средств. Дизельного топлива мы там очень много. Вообще, какой урон был нанесен этим летом? Как-то такие самые яркие примеры, да, это у нас линия 110 киловольт, 112, там 125 опор было повреждено пожарами. Это в каком улусе? Это Заречье. В общем, да? Да, Анинский, Чурапчинский район. Линия протяженная, она идет можно сказать, от Майи до Чурапчи, и дальше там от этой линии питается Чурапча-Хандыга, то есть все они, кто на хвосте, работали изолированно. Но с тех пор вы все опоры восстановили, которые сгорели. Линия была восстановлена. В круглосуточном режиме, я так знаю, что вы работали. Привлечены подрядные организации были. Хозспособом часть линии восстанавливалась. Можно сказать, все центральные сети работали на восстановлении. А ваша пресс-служба очень хорошо в этот раз освещала аварию, которая произошла в минувшие выходные на линии Майя-Чурапча. Тоже задействованы практически все были силы. Да. Был достаточно большой промежуток времени, когда не было электричества. Это такая авария, по-моему, первая за 20 лет, да? Нет, я не сказал бы, что это первая такая авария. Хоть у нас есть и средства измерения, которые показывают примерное место расположения, то есть дефекта, да, тем не менее объезд и выявление фактического повреждения необходим, соответственно. Поскольку линия проходит не вдоль транспортных сообщений, определенное количество времени потребовалось на то, чтобы выявить. Но больше времени на выявление, на поиск. И устранение тоже, ведь мы туда отправили специализированную технику. Я напомню, температура там в этом районе была порядка минус 50 и ниже. Никакая специальная техника в такую температуру не работает. То есть автовышки, которые приехали, попросту не смогли отработать. На уровне нашего республиканского правительства в таких случаях всегда организовывается комитет по чрезвычайной ситуации, там КЧС, и на этом штабе они периодически оперативную информацию озвучивают, принимают какие-то решения. По этой аварии была создана комиссия. Надо полагать, что в таком температурном режиме, да, любое устранение аварии, это экстремальная ситуация. Если техника не работает, да, то работают люди. Какую мотивацию, да, можно задать человеку, чтобы он поехал в тайгу, занялся восстановлением энергоснабжения? Я думаю, это не пропишешь ни в каких там должностных обязанностях. Можешь сказать, что это подвиг даже. Что люди на самом деле на энтузиазме, на чувстве долга все это дело выполняется. Конечно, мы все покрыты какими-то регламентами, должностными инструкциями. По своему опыту могу так сказать. А если брать должностные инструкции, вы же тоже можете заставить человека поехать в ночь и спасать? Заставить-то, конечно, можно. Но вы же не говорите, там, добровольцы поехали. Делает смена, которая непосредственно дежурит? Да, дежурит. Мы же понимаем, что всегда можно сказать, я приболел, недомогаю. Нет, я считаю, что если человек должен, то он должен ехать и спасать. Правда? А как еще иначе? Да, иначе и быть не может. Это место, где произошла аварийная ситуация, оно у вас стоит в списке самых сложных? У вас есть такие участки? Вы имеете в виду узкие места какие-то? Узкие места. Нет, эта линия была отремонтирована, опора была новая. Такие ситуации возможны. Мы, в общем, не застрахованы, авария может и завтра случиться. Ведь эта авария происходит не только потому, что технически что-то где-то там не выдержало, да? Бывает и человеческий фактор. Большая часть аварии происходит ввиду того, что машина съехала в кювет, сбила опору, теплотрассу. Или буровые работы какие-то проводились, кто-то отклонился от топосъемки, да, и пробурил там кабельную линию, газопровод, водопровод. Этих моментов тоже нельзя исключать. Как обновляются сети в Якутии, в городе Якутске? Какие новые цели вы ставите, задачи? Наша основная цель – это обеспечение бесперебойного, надежного энергоснабжения наших потребителей. Как жители Якутска даже могут заметить, да, кто часто перемещается, может, мы видим, что очень много новых воздушных линий построено, как по РЕМ-программе, по инвест-программе, так и по технологическому присоединению. Объем работ, который производится, он достаточно большой.
То есть это и пригород, и город, ну и районы, то есть повсеместно. Поэтому это и сипование, то есть перевод с голого провода на СИП. То есть преимущество СИПа мы все оценили в республике давно. То есть при ветровых нагрузках у нас уже нет таких слёстов проводов. СИП он себя показал в наших условиях надежным вариантом. По планам у нас реализуется инвестиционный проект, это строительство подстанции Марха, которая обеспечит более надежным энергоснабжением микрорайон Марха, прилегающий к городу территории. Там частный сектор, Сатал, Победа, там очень много в последнее время строительства происходило. Ну, а проблемные районы, которые тоже в этой зимой периодически остаются без электричества, это вот ДСК, по-моему, это Залог, да, вот. Ну, на самом деле, они не оставались без электричества, это производились работы либо по ремонту, либо по присоединению новых потребителей. Угу. А отдаленные районы, ну, такого, чтобы совсем погасить там какой-то населенный пункт, такого не было. Зачастую мы, как правило, мы используем наши дизельные электростанции на ответственных объектах, таких как котельные, есть РИПы, это резервные источники питания. Единственное, что вот на период каких-то аварийных работ, да, централизованное энергоснабжение прекращается, но за счет резервных источников все это дело поддерживается. Вы также синхронизируетесь в нацпроектах, да, строительство дорог, строительство новых объектов. У вас на следующий год какие планы? На следующий год у нас планы по завершению строительства подстанции Марха, как я уже сказал. У нас есть крупный объект в городе Якутске, это Жатайская судоверфь, мы присоединяем. Значит, если говорить о Заречье, у нас крупный потребитель присоединяется в Тампонском районе, это Нижнянинский ГОК, к нашим сетям. Ну, вот из крупного то, что вот сейчас вот буквально в ближайшей перспективе. А вот нацпроекты? Мы здесь как участники. Ну, как участники. Да. Где дорожники работают, соответственно, мы там выполняем либо вынос сетей из коридора застройки. Так, ну и еще один проект, который всем интересен, это Ленский мост. В прошлом году вы только готовились к этому, к участию в этом проекте. В этом 2021 году вы уже непосредственно принимаете участие. Та информация, которая на слуху, да, о том, что там производится строительство высоковольтной линии, да. Все это делается на данный момент концессионной компанией, застройщиком. То есть мы пока в этом принимаем косвенное участие, согласованием, рассмотрением их проектов. Как такового строительства Якутская энерго там не осуществляет. Поскольку в полную силу, насколько мне известно, этот проект еще пока не запустился. Пока это подготовительные работы. Мы принимаем в части того, что те проекты, которые нам они направляют на переустройство линий заходов, да, мы рассматриваем, согласовываем, даем какие-то рекомендации и замечания. То есть они проводят консультации, получается? Они обязаны это делать. Ну, значит, хотя бы так, принимайте. Ну, я не меньше вашего жду, когда наконец начнется строительство, это долгожданное, поэтому. То есть пока непонятно, будете вы участвовать? Несомненно, мы будем в этом участвовать, так или иначе. В какой роли, в каких объемах, пока сложно сказать. То есть объемы пока непонятны. Да. Эркин Асылбекович, все-таки вот вам не хватает техники, да? Каких-то жаловаться, конечно, инновационных каких-то вот. Не могу. Ну, то, что потребность есть в технике, конечно же, она присутствует. Но то, что ее совсем нет, я не могу такого сказать. Она есть, где-то требуется модернизация, поставка нового. Это такая текущая работа. Но вот если мы посмотрим опять же вот на эту аварию, где надо было как можно быстрее найти, да, точку болевую, то, конечно, когда я услышала, что на снегоходах, я подумала, на самом деле это здорово, потому что снегоход, он достаточно мобильный в наших условиях, но есть еще, наверное, какие-то датчики, какие-то беспилотники, еще что-то. То есть вот в этом плане у вас есть какие-то изменения? Беспилотники мы не применяем. Для периодического, скажем так, облета линий бывает, что мы используем легкомоторную авиационную технику. Это в летнее время. Но, естественно, никакой беспилотник в таком температурном режиме никогда ничего не покажет. Это туман, и при такой температуре аккумуляторная техника, она достаточно быстро выходит из строя. Снегоходы, применялись там, где колесная техника не может доехать. Смотря какой сезон, иногда применяется гусеничная техника. Там, где болотистая местность, мари. Как вы нашли вот этот участок, где произошла авария? Да? Параллельная защита, так называемое ОМП, определение места повреждения, оно может показать примерное расстояние. Но иногда вот это ОМП, оно выдает ошибочные данные. Сейчас вот процент правильности указания, он приближается, скажем так, к высокому,
В принципе, вот это МП показало правильно. Но дело в том, что к этой вот к участку линии не с каждого километра можно заехать с трассы, да? Есть так называемый прокол, где можно с трассы свернуть и выехать на просеку, там, где вот створ линии находится. То есть это тоже проблематично бывает. Есть определенные места, где наш персонал накатывает, да, то есть это же внедорожники делают эти проезды. Как-то вот на протяжении нескольких лет мне доводилось встречаться с энергетиками, и я всегда поражалась вот действительно такой уверенности, жизнестойкости не только рядовых работников, руководителей, а профсоюзников, которые очень четко тоже защищают права, да, членов вашего коллектива. И еще мне очень нравится, как в вашем коллективе любят праздники. И вот для меня это, конечно, интересно, потому что вот несмотря ни на какие аварии, несмотря ни на какие-то сложности, всегда руководство коллектива, огромного коллектива с большими подразделениями, считает, что праздник в любом случае должен быть. Вот и сегодня, собственно говоря, 22 декабря, когда профессиональный праздник энергетиков не только в республике, но и по всей стране, и в вашем коллективе будут проводиться праздничные мероприятия, так ведь? Да, совершенно верно. Энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Но с учетом того, что у нас вот эти все пандемийные дела, конечно, мы вот такие обширные, там большие какие-то корпоративы уже не проводим уже второй год. Мы проводим чествование отличившихся работников, в торжественной обстановке там награждаем, отмечаем трудовые заслуги. Нельзя пропускать праздники профессиональные. Тех людей, которые действительно отличились, нужно отметить публично, и мы это делаем в коллективе своем. Я хочу отметить, что профессиональный праздник, ты знаешь, что там должно быть? Гуляние, да, какой профессиональный праздник – это повод вспомнить о ветеранах энергетики, да, повод вспомнить о каких-то достижениях, отметить, как я уже сказал, почетными грамотами там, или благодарностями тех, кто за год действительно отличился. Это не значит, что все энергетики, грубо говоря, в этот день гуляют. Это не так. Но было бы здорово, конечно, чтобы люди чувствовали праздничное настроение, да, поэтому вот в завершение нашего разговора я желаю энергетикам Якутии здоровья. Энергетикам Якутии доверена благополучная и комфортная жизнь в крайне тяжелых климатических условиях. Поэтому мы вам желаем огромного здоровья и мужества. И, как у вас принято говорить, безаварийной работы. Поздравляем большой коллектив энергетиков Республики с профессиональным праздником. Желаем вам и вашим семьям теплых и светлых дней. Большое спасибо. Я тоже хочу присоединиться и поздравить не только коллектив центральных электрических сетей, а большой дружный коллектив ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ с профессиональным праздником. Спасибо большое. В студии работали Кира Курилова и Тимофей Татаринов. Вы слушали радиопередачу «Тема дня» на Радио России Саха.